Человеку необходим свет для того, чтобы видеть дорогу. В темноте человек не видит дорогу. Человеку нужны знания, чтобы не спотыкаться, не делать ошибки. Если человек не имеет знаний, то он спотыкается, делает ошибки и может ввергнуть себя в большой грех через того, что он не знает и совершает что-то. Так в наше время при отсутствии знаний некоторые люди стараются выдавать себя за знатоков, тем искривляют истину, сбивая пути людей не просвещенных, не имеющих знаний, таких же, как они сами. То есть слепцы ведут слепцов, и таким образом оба падают в яму, делают большие ошибки. А ошибки, они в наше время тем более непростительны, поскольку повсюду идут войны, раздоры, убийства. В Евангелии было сказано Иисусом Христом перед тем, как его распяли: «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к прославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, глава 16. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит на вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Таким образом, пророк Мухаммад, который пришел после Иисуса Христа, записывал, принимал то, что слышал от Джабраила Малика, то есть ангела Джабраила. И предсказал будущее о том, что, как было сказано и в Евангелии, и через других пророков ранее, что Иисус Христос вернется еще вторично с именем Иса. В последнее время этот мир для того, чтобы объединить все религии, все народы
очистил их прежде от детей сатаны. Через пророков, через посланников, которые были позже, были даны некоторые известия, вести с предсказаниями. И в аятах Корана приводится достаточно, чтобы осветить будущее, осветить дорогу всем, кто верует в Аллаха, Бога Всевышнего, Творца своего. Послушаем некоторые аяты, записи из Корана, которые толкуются разными людьми. Мы не все будем их приводить, поскольку есть несколько искажений в этих толкованиях, но то, что достоверно, мы это приведем. Я научил тебе книге, мудрости, Торе и Евангелию. Вспомни, как Аллах сказал: «О Иса, сын Марьям, вспомни благодеяние, которое я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, так что ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости. Я научил тебя книге, мудрости, Торе и Евангелию». Аят гласит, что Аллах научил пророка Ису Торе, Евангелию и еще одной книге. На это слово, безусловно, следует обратить особое внимание. Очень важно понять, о какой книге идет речь. При рассмотрении других аятов Корана мы видим, что слово «книга» указывает на Коран. Аллах говорит в Коране, что обучил Иисуса Христа Торе, Евангелии и книги, то есть Корану. Имеется в виду, что он вложил ему в сердце Тору, Евангелие и Коран волею своей. И потому было сказано, что придя пророк Мухаммад возьмет от моего, то есть то, что дано мне, получит и он. Знатоки, в кавычках, которые считают себя богами, стараются все, что не вписывается в их разумение, их мышление и то, что диктуется им сионистами, спецслужбами, преподнести как свое новое верное учение, то есть мне, преподнести, чтобы я принял чуждое, неверное, искаженное. Таким образом, чтобы я оттолкнул Аллаха и Его знание, которое дано мне, знание, которое я получил от Него, чтобы я это оттолкнул, а принял их ложное учение, которое на руку сионизму, сатанизму, чтобы разобщить народы, стравить народы и уничтожить их в междуусобной войне. Эти действия сейчас проводятся. Особенно сейчас из чеченской стороны об этом Хитанаев начал говорить, что Иисус Христос должен прийти, что они есть его воинство, что Иисус Христос, Иса должен принять их учение, их догму, их Бога Путина. Также и Алаудинов то же самое твердит, что они есть воинство Иисуса Христа, и всякий, кто приходит к ним, есть воин Иисуса Христа. Послушаем это. Непосредственный руководитель этого сектора, и вы поступаете в мое подчинение.
что я вам хочу сказать? Может быть, кто-то из вас не является представителем моей национальности по происхождению, но сегодня я хочу, чтобы вы услышали. Для меня не имеет значения, какой вы национальности. Для меня не имеет значения, какой вы религии. Для меня имеет значение, что вы сегодня вышли на путь защиты нормальных людей. И я вам скажу так, я как мусульманин всю свою историю, сколько я себя знаю, готовил себя к тому, что должно быть время, когда придет Иса, алейхиссалам, и Иисус. До его прихода придет имам Махди, который объединит мусульман. И мы, мусульмане, должны будем стоять в одном ряду с пророком Исой, алейхиссалам, и Иисусом. Если вы христиане, вы должны мечтать о том, чтобы вы попали в войско Исы. Если вы мусульмане, вы должны мечтать о том, чтобы вы попали в войско Исы, алейхиссалам. Сегодня мы с вами не воюем за какой-то клочок земли. Сегодня мы с вами защищаем ценности, которые нам ниспосланы Всевышним. Аллах говорит в Коране, что Он позволил Исе говорить в колыбели, будучи ребенком, и взрослым, когда уже повзрослел, говорит с людьми. Колыбель в арабском языке есть Махди. Махди. Колыбель. Это есть Махди. Махди – это есть колыбель. И никакого другого значения Махди не имеет. Есть другое слово на корневой основе хада, ведомый. Махадда. Это совсем другое, то есть ведомый Аллахом. А само слово колыбель, которое имеет значение Махди, привязан только к единственному имени Иса. Если кто считает, что это иное, что другой должен быть человек, который есть Махди, а не Иса, пусть это проведет из Священного Писания, из китабов Аллаха. Я призываю всех людей мира, всей земли, собраться вместе, собрать все книги и найти, кому, кроме Исы, слово Махди привязано. Слово Махди, колыбель. Не найдется такого. Так что есть это кривотолкование. И тут Алауддин Апти, как и другие муллы, от которых он это слышал, передает искажение. Таким образом, они отталкивают Иисуса Христа. Махди, Мессия, Машиах – это одна личность, Иса, Кунт Хаджи. Одна персона. Одна персона. И никогда никто не дождется другого. Никто никогда не дождется, чтобы пришел Махди отдельно, и Иса, чтобы отдельно, и Кунт Хаджи, чтобы отдельно, и Мессия, чтобы отдельно, Машиах, чтобы отдельно. Нет, такого не будет. Так определил всемогущий Аллах, Всевышний Бог. Иного не будет, никто никогда не дождется иного. Почему я считаю эту войну священной, и почему я считаю, что мы однозначно в этой войне выиграем. И скажу так, все то, что мы сегодня видим, вот этот блок НАТО, вот это все, мы должны понимать, что когда я читал многие писания по исламу, христианские писания, причем я изучал и Библию, и Коран, и Тору, все, что можно изучить, я изучил все. Во всех этих писаниях я знаю, что нам предстоит война с войском дьявола, с войском Даджаля, Антихриста, называйте его как хотите. И когда мне задают вопрос, а почему ты считаешь, что сегодня вы являетесь именно тем войском, которое будет противостоять этому войску Антихриста? Многие же удивились, когда я сказал, что спецназ Ахмад – это войско Иса, алейхиссалам, Иисуса. Потому что мы ждем пришествия Иисуса больше, чем кто бы то ни было. Сегодня войском Исы, алейхиссалам, является не только спецназ Ахмад.
все те силы и подразделения, которые находятся сегодня на стороне России, это и есть войско Исы, алейхиссалам, Иисуса. И мы с вами воюем с теми войсками, которые нам навязывают все то, что неприятно, неприязненно Богу. То, что является неестественным для человека. Алаудинов считает, что война в Украине – это священная война. На том основании, что на стороне Украины выступает Евросоюз и НАТО. А они есть праведники, то есть с их стороны это священная война. Поскольку в этой войне участвует воинство Кадырова, имени Кадырова. А Кадыров это есть чуть ли Бог. На самом деле они почитают его за Бога. И на этом основании, что они, значит, как праведники, и война это священная война. Но те, которого Алаудинов называет антихристом, дьяволом, даджалем, не есть в таком плане правдой. Есть там некоторая правда, но это не такая правда, как преподносит ее Алаудинов. В чем дело? Даджаль или антихрист или дьявол – это лжец. Если вспомнить слово Иисуса Христа сионистам в первом пришествии Иудеи, когда он говорит: «Отец ваш дьявол, он лжец, человека-убийца». Он лжец и человека-убийца. Когда он говорит ложь, он говорит свое. Теперь представьте или вспомните, когда Кадыров или Путин говорил правду. Когда-нибудь они говорили правду? Никогда. Я на своей памяти такого не помню. Следовательно, это есть воинство Даджаля, антихриста, дьявола. И более того, у Путина на лбу рога. Рога. Символические рога. Такие выпуклости, подобно рогам агнчим, о котором было сказано тоже в Священном Писании. Агнчьи рога. И так и как и подтверждается по всем этим факторам, воинство Путина, Кадырова есть это воинство Даджаля, антихриста, дьявола. Нельзя говорить, что на другой стороне нет ни лжи и такого воинства. И там тоже участвуют, но не все. Не все. Там есть пришлые воинства, в украинском воинстве есть и пришли, которые и украинцам вредят, и тем, которые воюют против Украины. То есть идет уничтожение народа с двух сторон, с обеих сторон. Уничтожение народа идет. Так что это не есть священная война, это война сатаны. Сатана уничтожает народы. Сатана уничтожает народы и сеет вражду по всему миру. Сеет вражду по всему миру. Потому этот Алаудинов и Хетанаев, тоже тот же самый, который утверждает, лжецы и их наставники, их руководители, ведущие их, есть лжецы. Это бесспорно. Между нами ни одного пророка. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, до судного дня будет 10 больших знамений. И одно знамение – это пришествие Иисуса до судного дня. В Священном Коране Аллах говорит: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Среди людей Писания
А мы все люди Писания, и христиане, и мусульмане, и иудеи, которые уверовали в Моисея. Мы все люди Писания. Почему? Потому что были ниспосланы небесные религии. Всем пророкам, каждому народу в свое время. И не останется, говорит Всевышний Аллах, такого, который не уверовал бы в пророка Иисуса до его смерти. Это значит, пророк Иисус спустится с небес, и он будет на этой земле праведным правителем. Он будет нашим имамом и справедливым судьей. Поэтому Всевышний Аллах говорит, Он будет свидетелем против тех, которые не уверуют. И Он будет свидетелем для тех, которые уверовал. Поэтому все мусульмане мира ждем пришествия Иисуса. Как видим, все стараются использовать в своих войнах, народоуничтожений имя Аллаха, имя Иисуса, имя пророка Мухаммада. Все буквально, и с той, и с другой стороны. Мусульмане воюют между собой, все кричат Аллаху Акбар. Христиане воюют между собой тоже за правое дело, за священное дело. В данном случае в Украине воюют православные мусульмане, это христиане, православные. И те, и другие считают, что они праведные. В данном случае Украина защищается, обороняется. Не она является нападающей стороной, поэтому правда на их стороне. А российские христиане, нападающие, завоеватели, потому правда не на их стороне. Они сторонники рогатого пу, то есть сатаны. Теперь Кадыров в свое время говорил, и всегда они имеют в виду, что Россия, то есть Путин, Кремль, всегда за ислам, разрешает проповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. Потому стоит воевать за Россию, на стороне России, за Путина, во имя Путина. А Украина якобы не разрешает строить мечети, исповедовать ислам, совершать намаз. Такую ахинею преподносит Кадыров, чтобы увлечь за собой малограмотных чеченцев, ребят молодых. На самом деле в Украине такого запрета нет ислама, как в России. Коран в России жгут, официально жгут. Намаз запрещают, ислам запрещают. И в нынешнее, в данное время опять новая волна противостояния христиан и мусульман России по поводу строительства мечети в Москве. Значит, Кадыров лжец, как всегда, как Даджаль. Иначе и не может быть. Даджаль всегда живет во лжи. Приведем здесь ролики, в котором мусульмане, которые воюют в Украине, говорят, что они будут защищать ислам и тех, которые хотят строить мечеть в Москве. И тут же другие христиане, которые воюют там же, российские христиане, тоже кричат тем, которые противодействуют строительству мечети в Москве,
что они им будут помощники. То есть столкновение уже внутри российского христианства и мусульманства. Внутренняя война. Как устроили между православными христианами Украины и России, так уже внутри России готовится война между мусульманами и христианами, поскольку в Украине уже явный проигрыш идет. Поэтому заранее готовится война внутри России, уже на религиозной почве. Давайте посмотрим вот это. Это факты, неопровержимые факты. И никто их не создал, кроме самих этих сионистов, спецслужб. Пошло, да? Вот здесь собрались русские люди из разных городов, из разных организаций, которые представляют разные приходы. Мы все православные русские люди. Мы здесь собрались для того, чтобы отстоять свои православные места и не дать построить здесь незаконно мечеть и осквернить наши места. Почему мы здесь, Максим? Потому что это наши святыни, это наши святые места. Мы сегодня приходим сюда помолиться и всем об этом заявляем. Да, нужно уважать, да, чужие религии, да, и чтобы они не шли вразрез с чьим-то религиозным убеждением. Да, такие стройки просто нельзя проводить молча, не уведомив местных жителей, не уведомив священство. Поэтому мы здесь стоим вот на своей святой земле. Алексей, до каких пор стоять будем? До тех пор, пока нас не услышат, до тех пор будем стоять. Ну и здесь уже собралось гораздо больше народу, чем в прошлый раз. Количество людей будет только прибавляться, и мы здесь будем стоять до тех пор, пока нам не озвучат решение, что здесь никакой мечети не будет. Потому что мы русские. С нами Бог! Мы русские! С нами Бог! Мы русские! С нами Бог! Все. Мы хотели бы обратиться к тем и не славянам, и не мусульманам, которые препятствуют строительству мечетей в городе Москве, нашей стране, в России. Мы находимся на передовой в данное время, и мы услышали этот ролик от разных людей, которые не являются мусульманами. Мы хотели бы сказать им следующие слова. Мы воюем не за мусульманскую войну здесь. Мы воюем за общую войну, за российскую целостность, за нашу целостность России. Чтобы все мы могли жить спокойно, мирно, и все национальности, несмотря на вероисповедание, жили в покое, в мире и свободно могли молиться и жить спокойно в нашей стране. Но те, которые разговаривают и закрывают глаза на те разговоры, мы радикально к этому вопросу относимся, так как мы не считаем этих людей ни славянами, ни кем. Они иблисы, сатаны в этом мире. Такие люди настраивают против нашей страны и славянский народ, и мусульманские народы. Может, они и есть те же укропы, которые мы уничтожаем в этой стране. Вот. Мы считаем этих людей, чтобы отреагировали на это власть Российской Федерации, чтобы были вынесены против этих людей соответствующие статьи и были вынесены какие-нибудь приговоры, чтобы неповадно было другим людям. Нам без разницы. Межнациональные вот эти все моменты, которые устраивают, он должен сидеть в тюрьме или быть уничтоженным. Вам кто угрожает, мы не угрожаем, мы предупреждаем вас. Если вы против воли Всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы, с кем воевать. Иншаллах, мы настигнем тех, мы один раз закроем на это глаза, чтобы вы передумали. Еще будет такой ролик, мы обязательно настигнем вас. Аллаху Акбар. Против строительства мечети на святых местах поселок Томска. Всех чиновников, которые подписывают документы, думая не о вере, не о народе, а о своем кармане, предупреждаем, что придется держать ответ, давать ответ не бумагами, не в бумажном виде, а с глазу на глаз, лично своим присутствием. Не дадим посрамить свою веру православную. Братья и сестры, мы с вами.
Таким образом, пока народ хлопает ушами, следует за сионистскими козлами, эти козлы повсеместно стравливают и христиан между собой, и мусульман между собой, и мусульман с христианами, и мусульман с индуистами, конфуцианами, анимистами, теоистами и иудеями, буддистами. По всему миру идет стравливание, межконфессиональные войны, войны между народами. По воле сионистов, детей сатаны. А народы, хлопая ушами, слушают сионистов и следуют за ними в их благо, во благо сатаны и на свою погибель. Так будет, пока не пробудятся, пока не отвернутся от сатанистов, сионистов и не повернутся лицом к Богу Всевышнему и к Его посланнику. Это истина. Четкий строй, военная выправка и мощное оружие. Силовые подразделения Чеченской Республики готовы выполнить любую задачу в любом месте и в любое время. От генерала до рядового. Все бойцы одеты в камуфлированную полевую форму. Без звездочек на погонах, без наград, но экипированные полностью необходимым всем своим видом. Они показывают готовность номер один. Прямо отсюда отправиться туда, где требуется защитить Россию. Рамзан Кадыров вместе с 15 тысячами сотрудников произносит слова клятвы верности Родине и президенту России. Hristiyanlar ve Museviler de altın çağ bekliyorlar. Христиане и мусульмане ждут золотого века в истории человечества, причем ждут его уже на протяжении сотен тысяч лет, сотен лет. O da Kral Mesih.
olarak bekleniyor. Так же, как и иудеи ждут появления Машиаха, Спасителя, короля, царя Мессии, который спасет чистоту их веры и обратит людей к вере. Давайте покажем также Фарахани, лидера мусульман Соединенных Штатов. И он в своей проповеди говорит о том, что когда появится Мессия Иса, то он начнет проповедовать по Корану и начнет призывать людей к следованию Корану и превратит христианскую общину в мусульманскую общину. Давайте послушаем вот выступление лидера мусульман Соединенных Штатов Фарахана о приходе Махди и Мессии Исы. Это великий знак, что Махди сейчас уже на земле и среди нас. Мессия Иса, которого вы ждете, которого вы искренне хотите видеть, он также уже сейчас среди нас на земле, но сокрыт от нас. Посмотрите, это Фарахан, лидер мусульман Соединенных Штатов, он также говорит о том, что Махди уже пришел и что Мессия уже на земле среди нас. Все алимы ислама говорят о том, что Махди уже среди нас, что Махди уже пришел. Şu anda Hazreti Mehdi'nin dünyada olduğunu ve Mehdi beklendiğini anlatan filmimiz var, onu izleyelim. Мы хотели бы показать краткий фильм о том, как алимы ислама говорят, и ученики Бедиузамана Саида Нурси говорят о том, когда должен появиться Махди, какие знамения должны произойти. Шейх Назим Кабриси Хазретлери. Иншаллах, мы увидим Махди. В одном из хадисов пророк Мухаммад повелел, Константинополь будет завоеван 2 раза. Первый раз, когда турки овладеют им, и второй раз, когда Махди появится в нем и одержит идейную победу над безбожием. Шейх Ахмед Ясин Бурсеви. Мы живем в благословенное время, когда ждем появления Махди. Мы знаем, что он начал свою деятельность в начале 80-х годов прошлого века, 20 века, то есть в 1400 году по хиджре. Фетуллах Гюлен. Хадисы, которые рассказывают о времени появления и о появлении Махди, относятся к категории в высшей степени достоверных и приравниваемых к обязательным для соблюдения. Сейд Салих Özcan. Махди уже пришел. Мы молим Аллаха, чтобы он дал нам возможность увидеть его перед нашей смертью. Абдул-Кадир Бадулла. Кыргынджи Ходжа. Будет ли лидер, который объединит всех мусульман? Обязательно будет, и он будет, это будет Махди. Конечно. Чантаджин Эджмиаби. В последнее время, когда будет великая смута на земле, когда люди утратят всякую веру в то, что Махди уже появится, будет ниспослана эта благословенная личность, которая объединит всех мусульман мира вокруг себя. Саид Уздемир. Мы же видим в хадисах о том, что Аллах сообщает нам, как пророк Мухаммад сообщает нам о знамениях, которые будут предшествовать появлению Махди. Ахмед Тамгюней Ходжа Эфенди. Я думаю, что Махди должен был появиться в
промежуток с 85 по 90-е годы прошлого века, и сейчас он уже среди нас, и он продолжает свою работу, свою деятельность по идейному преодолению безбожия, ереси, атеизма. Мы знаем также, что он появится в Стамбуле. Мустафа Üstün Hoca Efendi. Когда мы сидели однажды с нашим устадом Саидом Нурси в мечети, он начал нам говорить о том, что Махди уже среди нас, что он уже родился, и он уже живет, и набирает сознание, и вы увидите этого благословенного человека. Али Эрен, шейх Эсад Джошан. Давайте нести друг другу благую весть о том, что Махди уже появился, что он уже среди нас. Мехмед Талу Ходжа Эфенди. Иншаллах, я уверен в том, что я увижу его еще при жизни своей, что он будет явлен очень скоро. Шейх Омер Эфенди. Все алимы веруют в то, что действительно Махди и Мессия Иса будет явлен, и что время их появления уже пришло, осталось подождать очень немного до того времени, когда мы узнаем, кто же есть Махди и где скрывается Мессия Иса. Шейх Ушаки Хальвети. Мехмед Шевкет Эйги, писатель и журналист. Вы знаете, что во многих хадисах описывается очень подробно те знамения, которые будут происходить перед появлением Махди. И мы видим, что большая часть этих знамений уже свершилась. Соответственно, это является косвенным указанием на то, что Махди уже среди нас, и мы вскоре увидим его лично. Мустафа Özcan говорит: мы же видим, да, что практически все малые знамения уже свершились. Мы живем в это благословенное время, в которое мы можем лишь ожидать появления Махди и должны с нетерпением ждать его появления. Иншаллах, все эти изменения, которые сегодня происходят в мире, когда люди приходят к иману, происходит непременно благодаря той деятельности, которую Махди ведет сейчас уже на земле, хотя мы не знаем, кто он. Без Махди спасение мира невозможно. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: любовь и милосердие заполнят мир полностью во время Махди. Да, пророк сказал правду. Как некий обголодавшийся человек нуждается в еде, так же и мир нуждается сейчас в Махди. Без Махди мир не может существовать сейчас. Мир либо умрет, либо оживет посредством посланного Аллахом Махди. Все человечество все глубже и глубже погружается в несчастье и хаос, деградирует. Это как некий природный катаклизм. Это наказание Аллаха. Это проявление духана, то есть дыма, как пришло в Коране. Душевные тягости и несчастья людей, которые заполонили весь мир. Это приводится как духан. Это мы находим в Коране как духан. Духан, то есть дым, одно из признаков появления Махди, мир ему.